Добрый вечер, уважаемые участники прямого эфира. Я Александр Павлович Атласов, министр сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Сегодня на прямом эфире в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники расскажу о кормозаготовительной кампании, подготовке уборочной кампании и заготовке молока. А также отвечу на все ваши вопросы, актуальные вопросы, связанные с работой министерства, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Сахагов. Несмотря на то, что кормозаготовительная кампания этого года в Якутии началась довольно-таки положительно, природная стихия решила иначе. Ливни, паводок, нашествие саранчевых – вот те природные факторы, которые бросили вызов кормозаготовительным работам в ряде районов. В основном сейчас ведется вся возможная работа, чтобы план был доведен до конца. Формируются новые мобильные бригады и ведется их дальнейшее финансирование путем выделения дотации. Также сегодня на полненном совещании главы Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич с Айсеном Сергеевичем, с руководством правительства и администрации главы определил задачи в рамках текущей кормозаготовительной кампании, дал поручение по оперативному доведению выплат жителям Верхоянского района, пострадавшим от паводка. По данным на 22 августа текущего года всего у нас по республике скошено более 265 тысяч гектаров сенокосных угодий, заготовлено 270 тысяч тонн сена, то есть это от плана составляет 61%. В целом в заготовке кормов в Якутии принимает участие порядка 30 тысяч людей и свыше 10 тысяч тракторов разной марки. За счет формирования дополнительных мобильных бригад планируется заготовить более 40 тысяч тонн кормов на дальних сенокосных угодьях. На сегодня по всей республике организовано 172 мобильных бригад в районах республики. На сегодня мобильными бригадами по республике заготовлено более 9 тысяч тонн, это 20% от плана. Общий план составляет порядка 48 тысяч тонн. В прошлом году, как вы все знаете, из-за пожаров и засухи в Якутии сложилась трудная ситуация по кормозаготовке. Тогда был организован завоз сена из других регионов, извне республики, это в основном Самурской области, Магаданской и Забайкальского края. В прошлом году всего было завезено из других регионов порядка 16 тысяч тонн. В этом году возмещение дефицита грубых кормов будет возможно лишь внутри республики из районов. На сегодня они ведут подсчет и прогноз объема заготовленного сена. К примеру, хорошо идет план заготовки сена в Хангаласском районе, это где-то от плана 76%, в Ангинском районе 75%, в Мигано-Кангаласском районе 70%. А готовность плана более чем 65% отмечается в Намском, это 69%, и Сунтарском улусе 65%. Более чем 60% готовности наблюдается в Нюрбинском, это 64% от плана, Татинском 61% от плана, и Тампонский улус заготовил 63% от плана. И вот у Салданский улус тоже у них неплохой показатель, где-то от плана 64%. Если у этих районов план вскоре будет успешно доведен, то есть возможность в этих районах заготовить сено для тех, у кого кормозаготовка сложилась неблагоприятно. Исходя из этого, не планируется завоз сена из других регионов России в республику. В Верхоянском улусе, как я уже отметил в начале вступления, в ряде улусов у нас сложилась сложная обстановка по кормозаготовке. Это в основном это Верхоянский улус, Кобейский улус, Чурапчинский,
и в Горный Улус. В Верхоянском Улусе план составляет, годовой план сена составляет 8200 тонн. На сегодня они заготовили на текущую дату 2019 тонн. Это получается у нас от плана где-то 25%. Мобильные бригады в Верхоянском районе финансируются путем выделения субсидии на сбалансированность местного бюджета. В первую очередь на сумму более 22 миллионов рублей профинансированы 9 муниципальных образований, на территории которых объявлен режим ЧС. Это Адычинский наслег, Барулавский, Бабушкинский, поселок Батагай, город Верхоянск. Эти наслега муниципальным образованием, как я уже сказал, деньги перечислены. Также сегодня на планированном заседании, говоря о ликвидации чрезвычайной ситуации в Верхоянском Улусе, глава республики Арсений Сергеевич напомнил, что первоочередной задачей является своевременное доведение всех выплат пострадавшим жителям и восстановление социальных учреждений, также производственных объектов. Были поставлены задачи по прохождению кормозаготовительной кампании. Арсений Сергеевич поручил контролировать работу мобильных бригад, увеличить количество техники и рабочей силы на сенозаготовке в каждом муниципальном районе. Поэтому, уважаемые главы районов, наслегов, тоже, пользуясь случаем, хочу сказать, что не дожидаясь, кроме этих 4 районов, где сложная обстановка, оставшимся районам тоже за счет республиканского бюджета на возмещение затрат мобильных бригад тоже деньги будут перечислены. На эти цели с Министерством финансов Республики Саха-Якутия предусмотрены средства. Поэтому, не дожидаясь поступления этих средств, уважаемые главы, надо на местах провести отборы для получателей данной субсидии. В Кобяйском Улусе в результате тоже обильных продолжительных дождей, повышения уровня на реках, под водой оказались более 70% сенокосных угодий. У них сейчас план составляет 14 тысяч тонн, но на текущую дату скошено более 8 тысяч гектаров сенокосных угодий. И тоже от плана они по факту заготовили где-то 28%. В Алюкминском Улусе тоже довольно-таки сложная обстановка, тоже это паводок саранчевых, тоже из-за распространения саранчевых вредителей. У них тоже дефицит грубых кормов составляет где-то 2500 тонн при плане 16 800 тонн. На сегодня тоже на текущую дату всего заготовлено более 8000 тонн, что составляет тоже от плана 48%. Но в связи с засухой и нашествием саранчевых сложная обстановка по заготовке кормов тоже сложилась в Чурапчинском Улусе. В районе организованы 69 мобильных бригад с плановым объемом более 10 тысяч тонн. В Улусе сегодня заготовлено 16,5 тысяч тонн, в том числе мобильными бригадами 2500 тонн. Это тоже составляет от плана 48%. Но при этом, по прогнозу, в Чурапчинском Улусе тоже не будет хватать где-то около 8000 тонн, но руководство района, Чурапчинского района, они сейчас уже ближайшими районами заключили договора на поставку кормов. Поэтому такая работа очень довольно-таки активно ведется. Но далее в настоящее время ведется работа по согласованию объема заготавливаемого сена с Министерством финансов Республики Саха-Якутия. Как я уже сказал, мобильными бригадами предварительно
планируется заготовить более 45 тысяч тонн на отдаленных трудодоступных участках. При этом потребность финансовых средств составляет более 45 миллионов рублей. Как я уже сказал, эти средства зарезервированы, вот поэтому, уважаемые главы районов, наследников, на это обратить внимание и на местах, не дожидаясь поступления денег, вы должны подготовить все нормативные правовые акты, согласно вот 42, согласно постановлению правительства Республики Саха-Якутия под номером 42. Вы это все прекрасно знаете. Сейчас идет довольно-таки активная работа по уборке сочных кормов. У нас, допустим, в Якутии на сегодня заготовлено где-то 9 тысяч тонн силоса и 1800 тонн сенажа. Это, соответственно, от плана по силосу 31% и сенажа 14% от плана. Всего в этом году планируется сформировать более 43 тысяч тонн сочных кормов, в том числе это 30 тысяч тонн силоса и 19 тысяч, где-то 13 тысяч тонн сенажа. Урожай неплохой во всех районах. Вот поэтому у нас, я думаю, что план по этим направлениям мы выполним. Теперь, сейчас уже активно работы ведут. Это Амгинский, Ленский, Меган-Хангаласский, Сунтарский, Хангаласский и город Якутск. По сенажу это Алюкминский, Томпонский и Хангаласский районы. Все районы уже приступили к уборкам сочных кормов. То, что касается заготовки молока в Республике Саха-Якутия, как вы все знаете, у нас в этом году план был, составляет 62 тысячи тонн. Сегодня заготовлено более 38 тысяч тонн, что составляет 63% от годового плана. Мы постепенно входим в график. Конечно, 3 недели назад у нас отставания были от графика, но сейчас мы входим в график. Вот поэтому надеемся тоже в конце года этот план мы выполним. Кроме того, тоже дополнительные средства были выделены в порядка 58 миллионов рублей. Это для заготовки сырого молока у лично-подсобных хозяйств. Тоже этот порядок был принят. Сейчас отборы уже прошли, вот поэтому на местах управление сельского хозяйства тоже должны довести эту работу до конца. Так, и, если по районам взять, допустим, 100% от плана за январь-август заготовили группу улусов, это Кобейский, Таттинский, Томпонский, более 90% выполнили Амгинский, Сунтарский, Усалданский, Хангаласский и город Якутск. Что касается выплат субсидий на молоко, то 86,5% от запланированной суммы направлено сельхозтоваропроизводителям, фактически направлено муниципальным образованием 2 миллиарда 680 миллионов рублей. Это у нас по графику. Оставшуюся часть мы планируем в октябре. Кроме того, как я уже сказал, с этого года по поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича владельцам лично-подсобных хозяйств предусмотрены выплаты на сумму 58 миллионов рублей из-за расчета 10 рублей за 1 килограмм молока. Таким образом, фермеры, фермеры, получающие 30, личные подсобные хозяйства, получающие 35 тысяч рублей на маточное поголовье, тоже могут сдавать молоко. Эти деньги будут идти через заготовителей как возмещение. Уже первые отборы прошли, эти средства тоже заложены. Коротко мне вот такая информация по кормозаготовке, по сочным кормам.
по заготовке молока. Сейчас уже с сентября начнется уборочная кампания картофеля, овощей, зерновых культур. Зерновых культур уже в 20-х числах августа уже начали уборку зерновых культур. Это ячменя. Ангинский улус начал. И вот уборка картофеля, овощей, в основном основная работа начнется с 1 сентября текущего года. Тоже у нас по прогнозу урожай тоже неплохой по прогнозу. Вот поэтому у нас, допустим, по плану по зерновым мы должны собрать более 12 тысяч тонн зерна. А по картофелю где-то с учетом личных подсобных хозяйств где-то 70 тысяч тонн. И по овощам открытого грунта в порядка 32 тысяч тонн. И надеемся, что если погода нам позволит, мы этот план, надеемся, мы выполним. Так, теперь я отвечу на ваши вопросы, уважаемые участники прямого эфира. Уже поступают вопросы. Так, Александр Павлович. Так, Александр Павлович, здравствуйте. Пишем из Верхоянского района. Как все знают, в июле у нас был паводок, в августе проливные дожди. Качество сена оставляет желать лучшего. Будет ли доставляться сено лучшего качества из центральных районов? Каким образом будет происходить этот процесс? Да, я уже вначале об этом сказал. На заготовку сена для личных подсобных хозяйств из расчета на 1 тонну выделили 5000 рублей. Для организованных хозяйств на 1 тонну 7500 рублей. Эти деньги уже мы направили. Сейчас на местах идет формирование документов. И надеемся, что в скором времени эти деньги получите. Это в виде возмещения затрат, которые вы производите на местах. И кроме того, как я уже сказал, Верхоянский район заготовил на сегодня где-то 26%, это более 2000 тонн. Конечно, мы планируем тоже основную часть получить за счет заготовки сена мобильными бригадами. Максимально на месте мы должны заготовить максимальный объем. Конечно, есть ряд причин, не зависящих от вас, но правительство и Минсельхоз где-то в конце сентября по итогам анализа примет дополнительные меры. Вот поэтому нет беспокойства, потому что под контролем главы Республики Саха-Якутия и руководства правительства. Вот по этому направлению мы будем до конца, поддержка будет. Так, теперь ты хозяйствотан устук хасыл ақсын айылға мәйдері тақса туралар, жөн қайдық ты хозяйствотанан дәріктанарын соғабын. Эдер жөн төһі фермер болары, тугунан дәріктаналары в основном. Но у нас есть федеральная программа, которая стартовала в 2019 году. Это агростартап. Раньше был у нас по старой программе это как начинающие фермеры. 2019 год это агростартап. Но ежегодно мы получаем федеральные средства, на эти средства мы проводим отборы. Вот если взять просто для анализа, для сведения, 2012 года мы довольно-таки активно ведем работу с Минсельхозом Российской Федерации. И за эти годы у нас по всей республике где-то более 700, где-то 1400 новых фермерских хозяйств были организованы. В этом году уже отборы были. В этом году у нас участников очень много было, но
в рамках предусмотренных средств у нас в этом году получили по агростартапу где-то 18 начинающих фермеров. Но данная работа будет продолжена. Так, Лена Хлопкова, да, создаются мобильные бригады, это хорошо. Но вопрос к перевозке сена. Будет ли возмещение затрат и сколько? Ну, мы изначально в начале года, в начале кормозаготовительной кампании всем главам районов, поселений, нашим сельхозпроизводителям довели информацию, что мы будем заготавливать только внутри республики. Извне республики завоза не будет, как в прошлом году. Вот поэтому сейчас максимальные усилия мы должны направить внутри республики. Те районы, которые не смогут выполнить свои планы, мы планируем поставлять из других районов, где они, вот, допустим, Намский район, Хангалайский район, они сверх свои планы тоже планируют заготовить сено и для того, чтобы для реализации другим районам. Вот мы эту работу поддерживаем и максимально тоже поддержка будет, максимальная поддержка будет. Но конкретно я сейчас не могу сказать, что на перевозку, но просто для сведения могу сказать, что проект бюджета на 2023 год мы Smart Pro, определенную сумму тоже заложили, но это будет зависеть от принятия закона о бюджете. Ежегодно мы предусматривали определенные средства и надеемся, что такая поддержка будет. Но конкретно в сумму, какой объем это будет известно в конце сентября, где-то первой декады октября. Так, теперь вот вопрос, да, Катя Михайлова. Есть такие программы, как земский доктор, земский педагог. Может ли в ближайшем будущем разработаться аналогичная программа и для молодых фермеров? Ведь программа сама по себе показывает хорошие результаты. Нехватка кадров возмещается, и таким образом села процветают. Да, хороший вопрос. Да, действительно, идея этих программ имеет успех. Что касаемо сферы сельского хозяйства, то с 2020 года у молодых оленеводов появилась возможность получить по 1 000 000 рублей на улучшение своих жилищных условий. Согласно ему, 1 000 000 рублей будет выделяться лучшим молодым оленеводам до 35 лет в Артильской зоне республики. Но это первый год только в Артильской северных районах было. И с 2020 года те районы, которые занимаются оленеводством, они тоже в эту программу вошли. К примеру, в прошлом году мы обеспечили 20 молодых оленеводов жильем, и в этом году то же самое 20. У нас состоят в реестре по данным Управления сельского хозяйства районов где-то 160 молодых оленеводов в возрасте до 35 лет. Вот поэтому такая поддержка будет оказана ежегодно. В программе эти средства тоже заложены. Так, далее, вот помимо этого, правительство Якутии и Минсельхозреспублики приняли меры по обеспечению необходимых условий для развития кадрового потенциала на селе и закрепления молодых специалистов. Мы тоже за счет бюджета Республики Саха-Якутия, за счет госпрограммы развития сельского хозяйства выделяются социальные выплаты, компенсационные выплаты заработным платам. Это выпускники учреждения начального профессионального образования, трудоустроенные в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах, помимо установленной заработной платы, получают субсидии 9 тысяч рублей, а в Артильских и северных районах это 12 тысяч рублей. Выпускники учреждений среднего профессионального образования
этот заработная плата, кроме заработной платы, они получают 12 тысяч рублей, на севере 16,5 тысяч рублей. Также вот выпускники учреждений высшего профессионального образования, соответственно, 15 тысяч и 22,5 тысяч рублей для северных районов. Вот поэтому такая поддержка тоже оказывается. Эта работа тоже будет продолжена. Так. Наверх, да? Так, Марфа Трофимова. Бүлүлерге оттоған балығanya тақайдағай. Уға бардылар дейлерді. Да, бүлүлуға бұл кенеке ұйдар ұтын кенеке неделерге күшті ағырдақтар түйенлер білген оттуыр құдығалара. Ұтын білген туға оперативная информация бұғытынан бүлүлуғығар примерно 6-15 бірге оттуыр құдығалары барды уға барды. Оныттан білген кенелер сылдағы баланларын түйдің ағыз чүчүт бейін біргентен таққан оттан олар олар. Итимағаны пітім күрдік бұл рақ участақтарға бараны тұлдырға реген итимобильный бригадетер елдергер. Әмет инна хударсығы түттен, бюджеті түттен еме үпқатшы көрілден тұрар. Оныттан онлық көмі барыға, оныттан бігеме ұлу салықтатын күтті тәқайсын управлениятын салықтатын күттіттен үлі олар өт күннағына. Күн айы бартын істі олар өт балығанне қайдағай. Оныттан ол оғырамыд күннағынан арас өтін біле тәрәхіндері ұйт олар өт. Олар өйті мобильный бригадалері тәрәхін өттігер. Онына бігеттен бұл мелиорация управления үләйеттерін ұтамыд ұтығер етігер еме етіннік туықтар қамсағанлар бара тұралар. Максим Петров, Александр Павлович, мен фермер болуқпын бағарабын, мен сеққос өттіттен тоқ көмі бары. Бігер төбдіттен қолыр еті фермер боларға агростартав программатынан үлі қытын сөп. Маннаттон холура как индивидуальный предприниматель быгытнын эветер как физическое лицо бу бигот бор билдердек битне улонны келеңит кыттаңыт бередек быгытнан онна иденилдер документтери комуян агалан туттарда кытна отборга кытынна кытна реестрге китте кытна ити комиссия быгарытнан олар итинни программа кире кытынсөп. Онаттан тыхасын местеткер тыхасын управлениялара ити балганятын берәдеген бартын билелер. Онаттан бихека бәйі сайпытыр кирәңгет ити балганятын берәдеген қахан ытылларын білсе қытын сөп. Бұйылғы бұ 2-2 кылғы үктенен марамыд бұ отборы болан тұрар. Онаттан бұйылғы көрілуі түпқатшы бүтін үттен сылға соруар тиен тұрар. Онаттан келер сылға примерно бұ март иттан бұл отбордар сағаланылар. Оны қайғылыттан білген күйіскі білімнің екіннады. Так, если резерв от прошлых лет, да, у нас оперативная информация имеется. По оперативной информации у нас в Улусах республики имелись, это на 26 мая, остатки грубых кормов общим объемом около 15 тысяч тонн. Но сегодня проводим инвентаризацию и актуализацию их наличия, так как вот последние события, вот дожди, паводки, очевидно, что и этот объем сократился в результате паводков и прочих причин. Вот поэтому сейчас мы уточняем эти данные. Такая работа со стороны Мессихоза и со стороны управления сельского хозяйства проводится. Так. Маны вопрос кибит олықтақ нәхиленияға оңыран тағарар продукцияны сайынары бүләйіні көрілдері болдылар ден. Тәйті мағаны петім бұддық бұйыл кәті қығылтан 2 кило үйті хүлбәі қовай тұтарға ұзастығы бюджетіттен
5 миллион солкуы көрілуіті. Бұл 5 миллион солкуы қолыры 1 литрі үкке 10 солкуы субсидия бұғытны оныттан 10 солкуыттың қыраты хоқсығаты вичелдер бұл жағаны херейдеттен үйті тұтарға оны қатшы көрілден тұрар. 2015 жылдан Россия тыға қағайсыватын министерстветін егінен тыға қағайсыватын потребительский кооперативтергер материально-техническая базалының тұпсырыға санардыға грант көрілдер. Олары бұйыл 35 миллион көрілуіті. Бұл манаттың 5 кооператив үфқартчылы, бұл отбодырғы күттандар. Бұл грант кооперативтерге саңа бұрузені ұлан өлелерін қайысқатын сайын араларға саңа продукцияны оңыруға төхі күйіс болар. Ол көрдік кооперативтер сыр арағын, онықтан арас ұтағы барганялары, оны атын оңықтыры оңырыр болулар. Қолуыр бұл қолуырданылар болдыққа сұнтар алуын терек кооператива бұлырын. Әт ағылыққа тұттылар бұрышнешіне ден соғыз оңыр бұта. Бұл қолуыры бұл маңы грантын саланан. Аспы сылғы опсая вон саңа бәе продукцията тақсы бұта. Бұл ұлыстағы потребительский кооперативтер бұд. Бұл заготовительный тәрілтелер бұд. Сылын айыттың саңаттан саңа продукциялары оңырылылар. Так, выполнит ли республика в этом году план по заготовке кормов? Нет, по заготовке молока. Так, да, в этом году план заготовки сырого молока, как я уже сказал, составляет 62 тысячи тонн. Просто для сведения хочу сказать, в прошлом году у личных подсобных хозяйств без субсидий принимали где-то 3,5 тысячи тонн. Вот эту работу тоже в этом году мы тоже проводим. На эти цели предусмотрено 58 миллионов рублей. И надеемся, что вот намеченный план мы тоже выполним. На этот объем на 62 тысячи тонн всего предусмотрено более 3 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом у нас план заготовки молока увеличен на 4700 тонн. Это прирост на 237,5 миллионов рублей. По оперативным данным у нас всего по республике заготовлено где-то 39 тысяч тонн, что составляет 63% от годового плана. Это на уровне прошлого года. Ну, немножко отставания есть, но мы каждую неделю вот этот график, плановый график входим. Вот, и надеемся, что до конца года этот план мы выполним. Так, еще такой вопрос поступил. Так, с какого числа будет разрешен свободный укос? Ну, по протоколу Минсельхоза Республики Саха-Якутия от 3 августа этого года главам муниципальных районов рекомендовано принять решение об объявлении свободного укоса на территории муниципальных образований с 15 августа. На сегодня объявлен Кобяйском, Верхневилюйском, Ленском, город Якутск, Мегано-Канкласском, Сунтарском, Улусах. И надеемся, что другие районы тоже такие решения примут. Этот вопрос решается на местах, вот поэтому мы тоже рекомендуем главам районов, чтобы объявили свободный укос. Если те районы, которые не объявили с 15 августа, вот, с 25 августа тоже это возможно. Но какая помощь по кормозаготовке будет предоставляться Кобяйскому району? Я 22 августа провел совещание с главой Кобяйского района, с Левиным Иваном Ивановичем, по вопросам сенокосной кампании и зимовки скота и лошадей. Ситуация сложная, как и по Верхоянскому району. Необходимая помощь будет оказана как и со стороны района, и со стороны Минсельхоза. На сегодня задачей стоит максимально заготовить сено на местах,
Для этого направлены средства в бюджет района из резерва республики на организацию мобильных бригад. И важно понять, что резервы республики на организацию мобильных бригад за счет резервного фонда тоже будут направляться корма. Помимо Кобяйского района, сложная обстановка по кормозаготовке сложилась в ряде других районов, я уже перечислил. Поэтому это отдельно по Горному, по Кобяйскому, по Верхоянскому, по Чурапче тоже такие меры принимаются. По другим районам тоже, по мобильным бригадам тоже решение принято. Сейчас идет активная работа со стороны глав районов с Минсельхозом, Министерством финансов. Так, теперь вопрос поступил такой, по вашему мнению, каким будет зимовка скота и лошадей на этот год? Сена всем хватит. Допустим, у нас план в этом году составляет где-то 443 тысячи тонн. По прогнозу на 22 августа по всей республике у нас прогноз составляет 407 тысяч тонн. Допустим, если взять прошлый год, мы в прошлом году заготовили 390 тысяч тонн. В этом году у нас, если мы прогноз где-то в пределах 410 тысяч тонн заготовим, тогда мы зимовку пройдем в штатном режиме. Поэтому мы всем говорим, всем нашим сельхозтоваропроизводителям, жителям республики, чтобы на местах максимально заготовили данный объем. Так. Еще такой вопрос. Так. Очень отрадно, что Екатерина Попова. Очень отрадно, что начала работу элеверная ферма по выращиванию бычков производителей. Надеемся, что работа продолжится и даст положительные результаты. Да, действительно, мы с прошлого года начали по линии государственного бюджетного учреждения Сахагроплем. Организовали элеверную ферму. В этом году первая поставку мы сделали 4 районам. И у нас сейчас еще более 10 голов, которые в следующем году мы будем поставлять нашим отдаленным населенным пунктам. Эта работа будет продолжена. Сейчас со стороны местных администраций такие заявки поступают, и это направление они поддерживают. Поэтому тоже Минсельхоз тоже поддерживает данную работу. Так. В этом году будет ли республиканская выставка ярмарка продовольствия 2022 года? Да, мы, конечно, ежегодно мы проводим выставку ярмарку продовольствия 2022, продовольствие ярмарку выставку проводим. В этом году тоже планируем. Но это будет как продажа. Поэтому сейчас организационные работы идут. Буквально завтра по данной теме мы проводим совещание и конкретно мы до вас доведем. Так, вопросы. Да, вопросов, по-моему, больше нету, да? Да, уважаемые участники прямого эфира, спасибо за вопросы. Я старался ответить на ваши вопросы. Если какие-то еще вопросы будут,
призываю письменно нам направить, мы дополнительно ответим на ваши вопросы. Спасибо.